своего татарского рода. Спасибо большое. Мы приглашаем участницу по номеру 3 Айдана Насыр и ее приветствие. Следующая участница Аниса Смурова. Татарская культура. Ваши бурные аплодисменты. Встречаем. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла Казанская мечеть Кул-Шариф – уникальное, пронизанное духовной энергией место, к которому съезжаются люди из многих городов России и стран мира. Великолепное здание держит свои двери открытыми для каждого, кто захочет войти и прикоснуться к истории Казани и татарского народа. Также главная татарстанская джума-мечеть является одной из крупнейших в Европе. Современное здание главной религиозной достопримечательности Казанского Кремля не историческое сооружение. Знаменитая мечеть Кул-Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками Ивана Грозного при штурме города. На татарской земле остались лишь воспоминания о том, какой она была. Поэтому по прошествии многих веков, с 1996 года по 2005 год, архитектурный проект разрабатывался заново. Название было дано как память последнему казанскому имаму Кул-Шарифу. Он действительно жил при Казанском ханстве. Об этом свидетельствуют многие исторические заметки и память народа. Для татар он был великим человеком. Его называли Сид, что для мусульман означает почетное звание пророка Мухаммеда. Неудивительно, что эту мечеть назвали в честь его имени. Так, 24 июня 2005 года был открыт религиозный комплекс, ставший символом Казани – Кул-Шариф. حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إله إلا الله. Ваши бурные аплодисменты.
в конкурсе «Мисс Ассамблея народов России» обладательницей титула «Мисс Романтичность» становится Анастасия Четверякова. Мисс Грацией признана единогласно членами жюри Аниса Смурова. В номинации «Мисс Нежность» обладательницей титула стала Айгуль Маматова. Айгуль, не могу еще раз полюбоваться вашим прекрасным платьем, вашей очаровательной улыбкой. Айдана Насыр! Мисс Талант. Обладательницей этого титула становится Дилшода Алиева. В 2018 году становится Мария Кученко. Обладательницей гран-при конкурса и титула «Мисс Ассамблея народов России» в 2018 году становится